Я сама здесь уроженка села Сарису, здесь родилась. Училась до 10 классов. В Грозном на бухгалтера выучилась. У нас, как у всех кавказцев, готовят национальные блюда. Сегодня мы будем готовить, по-нашему говорят, называется это нкал. У чеченцев говорят жижигалыш. У казахов у нас бешбармак. Но бешбармак готовится с луком. Мы будем сегодня готовить с чесноком. Для этого берем мы муку, просеиваем, готовим. Делаем мы большие порции, если когда бывает много людей. А сегодня ко мне тоже должны прийти гости в культурном центре, которые с нами вместе, они общаются тоже. Я родилась в селе Сарису. Здесь выросла, здесь закончила школу, вышла замуж, родила своих сыновей. Всю жизнь я живу здесь в селе. Яйца добавляем, чтобы тесто было эластичное. Я взяла бульон, немножко его остудила, добавила соль, яйца. Теперь замешиваем тесто. Я вот живу здесь в селе. Я думаю, что здесь мы воспитываем детей. На поляну выходили мы вместе с детьми. Собирались с подружками, собирали с собой еду, устраивали походы. Вместе играли там в селе, можно друг на друга положиться, например, оставить детей на соседей. А вот в городе, например, я бы этого такого не могла делать. Здесь как-то все друг к другу относятся как родные. Сарасу – одно из сел Шелковского района Чеченской Республики. Село возникло в 1936 году в результате переселения нагайцев Ногайской степи из нескольких населенных пунктов в одно общее большое село. До начала 90-х годов село находилось в составе Дагестана и было одним из отделений легендарного колхоза «Красный восход» Кизлярского района. Стоит отметить, что местные жители по сей день занимаются возделыванием бахчевых культур, выращивают скот. В селе имеются мечеть, школа, детский сад, почта, дом культуры и библиотека. Дети воспитываются строго по ногайским традициям. Также в селе действует Ногайский национальный культурный центр, где обучают старым национальным ногайским танцам. Численность населения именно ногайской национальности составляет около 2000 человек. Я как вышла замуж, раньше как-то дома мама постоянно у нас готовила, принимала гостей. Мама тоже любила очень хорошие пироги, у нее получались, пекла она. Была хорошей хозяйкой. А на основе бульона для чего готовится? Бульон, чтобы придать вкус тесту. Тесто у нас уже получилось. Тесто получилось у нас хорошее, не прилипает уже к рукам. Сейчас разделим на лепешки их, чтобы было нам удобно раскатывать. У нас в Сарису есть озеро, есть коллектор. Дети, как лето начинается, наши дети начинают там купаться. Главное преимущество в нашем селе, я считаю, то, что здесь сохранились традиции, нравы, воспитание у нас у детей хорошее. Поэтому я думаю, что село этим, наверное, нас и притягивает. Лепешки сейчас мы сделаем, чтобы нам было легче раскатывать. Тонкий хинкал, он же как-то быстро хорошая осваиваемая пища, чем она считается как-то калорийная. Там мяса много. Наши предки кочевой образ жизни вели и любили же больше мяса поесть. Поэтому, наверное, оно стало любимым у нас. Сейчас мы уже сварилось мясо, достанем мясо. Какое
мясо обычно используют в этом блюде? Говядину можно баранину. Мы сегодня готовим из говядины. Мясо сварилось хорошо, жирное мясо. Потом мы жир сейчас снимем его, будем поливать потом наш хинкал. Нагайцы – тюркский народ, сформировавшийся из представителей различных родов и племен, живших в IV веке на просторах Евразии. Формирование на территории Северного Причерноморья, Кавказа и Крыма ядра нагайского народа связано с именем золотоордынского хана Нагая, XIII век. Нагай совершил походы на европейские государства. Вассальную зависимость от него признавали владения Византии, Сербии и Болгарии. Темник Нагай был настолько влиятельным, что сам утверждал и свергал хана в Золотой Орде. Однако Нагайская Орда получала военную и экономическую помощь от Москвы, так как через столицу Ногайской Орды, город Сарайчик, проходил главный караванный путь, соединявший Восточную Европу со Средней Азией. В первой половине XVI века Москва пошла на дальнейшее сближение с Ногайской Ордой. Усилился товарообмен. Нагайцы поставляли лошадей, овец, продукты животноводства, взамен получали сукно, готовую одежду, ткани, железо, свинец, медь и олово. Нагайцы, выполняя договор, несли кордонную службу на юге России. К началу XVII века жители Ногайской Орды распределились по всей окрестности юга России и сопредельных государств, от Нижнего Поволжья до Северного Кавказа и Крыма. В 1812 году все Северное Причерноморье вошло в состав России, и остатки Ногайской Орды были поселены на севере и переведены на оседлый образ жизни. В настоящее время ногайцы проживают в основном на Северном Кавказе и в Южном Поволжье. За последние десятилетия крупные ногайские диаспоры образовались и в других регионах России. Сейчас будем раскатывать наш инкал. Скоро должны уже гости к нам подойти. Лепешки у нас должны быть тонкими. Чем тоньше, тем лучше. Чтобы лепешки были, как бы просвечивались. У нас не только что когда гости, наше любимое это блюдо, наши даже привыкли, что раз мясо варится, обязательно должен быть инкал. Любое блюдо готовлю. Я же просят на свадьбах, на поминках, везде, когда просят, готовлю. На поминках у нас готовится мясо с бульоном и сладкий плов. Сладкий плов тоже я варю. Это тоже считается у нас, как у нагайцев, национальное блюдо. Испокон веков наши нагайцы тоже варят этот сладкий плов. Он готовится с изюмом. Точно так же и на свадьбах я готовлю. Я не знаю даже, что сказать, не секреты. Если любое блюдо, думаю, готовишь ты его душой, оно должно у тебя получиться. Исторически сложившаяся система питания нагайцев была построена на строгом балансе молочных и мясных продуктов. Любимым блюдом нагайцев был инкал – блюдо из мелко нарезанного в форме ромбиков или квадратиков пресного теста, сваренного в мясном бульоне. При приготовлении инкал предпочтение отдавалось баранине. Среди изделий из теста особое место у нагайцев занимали и занимают мучные изделия из нераскатанного теста без начинки, зажаренные в кипящем масле. Следует заметить, что обжаривание теста в масле имело и прямой практический смысл. Такое изделие долго хранится, не черствея и не теряя вкусовых качеств во время длительных кочевок. Теперь можно уже разрезать лепешку, уже готовая у нас. Разрезаем ее. Сперва вдоль разрезаем. Теперь нужно поперек, мелко разрезаем. Сейчас должны уже подойти подружки. Я их буду сегодня угощать нашим национальным блюдом. Я помню, когда в детстве еще была маленькой, наблюдала, как мама делала тоже хинкал. И я у нее спрашивала, я говорила: мама, когда же я научусь? Мама говорила: научишься, дочка, ты не переживай. А потом, когда уже научилась варить, потом сейчас вспоминаю, и мама мне говорила: ты хоть не умеешь делать, никогда не говори, что ты не умеешь его делать. Стыдно говорить, что не умеешь. Лучше промолчи.
А если так тебя начнут спрашивать, ты умеешь, ты хоть и не умеешь, говори, что умеешь делать. Вот эти слова я до сих пор вспоминаю. Хоть я уже давно готовлю по селу, уже все знают, все едят мою еду, которую я готовлю. Сейчас мы закидываем наш хинкал. Тот же бульон, в котором готовилось наше мясо. Тесто тонкое, оно быстро варится. В традициях ногайского народа и в наши дни существуют правила традиционного поведения за столом, в семье, в гостях, на праздниках и поминках, которые могут служить примером современной семейной, праздничной, застольной этики. Они требуют уважительного отношения к старшим, к женщинам, ко всем присутствующим. Также особое внимание уделялось девушкам, будущим невестам. У каждого народа на Северном Кавказе свои традиции, свои обычаи. В каждом доме обычно бывает невеста, растет невеста. И мама невесты всегда готовит чемодан. У нас называется сундук, сандык мы называем его. И вот мама готовит приданое своей дочери. Вот видите, у нас материалы, она готовит, платки, все самое лучшее. Вот в этом сандыке всегда держались самые хорошие, что есть в доме. Деньги, например, серебряные украшения. Вообще у нагайцев золото особо так не ценилось с давних времен. Ценилось серебро. В этом маленьком историческом уголке завораживает все. И столетние счеты, древняя посуда, и старинные ювелирные изделия, которые дарили родственники невесты. Ну вот эти украшения, женские украшения, всегда они были. Это наши женщины, даже родственницы, носили в помощь матери невесты, когда она замуж выдавала свою дочку, вот такие серебряные украшения. Браслет называется, вот это называется тога, а это кольца, юзюк. Вот потом, уже в 50-х годах у нас начали вот такое золото немножко. А сейчас уже золото носят, но серебро до сих пор у нас ценится. Зная, что предки нагайцев вели кочевой образ жизни, интересно еще посмотреть, в чем же они готовили пищу. Традиционная система питания нагайцев сохраняет свои этнические особенности, а национальные блюда продолжают занимать доминирующее положение в их кухне. Ну, кухня у нас вообще, она не изменилась. Как мясо молочное она была у нас, так она у нас есть. У нас делают лахса халву, халва называется. Она готовится на всех торжествах, для дома, для семьи. Мясо готовят. Вот в этих, вот раньше готовили вот в таких казанах. Мясо варилось оно отапливалось, тизяк называется, тоже из овечьего помета оно делалось, специально тоже технология своего возделывания. И вот это мы нашли. Сейчас, конечно, этого нету. У нас жизнь хорошая. Мы благодарны нашему главе, нашей республике, нашему государству, что у нас вот такая цивилизация до нас дошла. И мы живем очень дружно.
Но мы вот по мере своей возможности показываем нашим детям, подрастающему поколению, что вот наши предки вот так жили. Потому что у нас раньше был кочевой образ жизни, и вот такие тренировки были, и они могли вот с таким тезаком топить, варить мясо, делать хлеб, ну что нужно для хозяйки. Байқалымы беги конды алпыс сегіз жүз тонна жаз кетеді күз келеді түрленеді табиғат. Я на сегодняшний день благодарю Всевышнего за то, что Он послал мне своих сыновей, детей, родных, близких, хороших соседей, друзей. Я даже радуюсь каждому моменту тому, что я вижу своих односельчан, своих родных и близких. Это моя мать, свекровь моя. Это мои подружки. Пришли сегодня ко мне в гости. Ага. Бега. Поможем. Бега, Рубарда, бега. Hayırlar, soyırlarda aziz anam, sen de varsın, sen de var. Salkınında yırlasın, noğa yırlar, soyırlarda aziz anam, sen de varsın, sen de var. Вот и готово наше национальное блюдо нхал. Садитесь все. Наши гости, садитесь. Мы еще сегодня успели. И песни спеть успели, и наше блюдо национальное приготовить успели. Вместе веселее. Я думаю, многие хозяйки умеют готовить жижгалыш, бешбармак. А мое блюдо национальное, которое называется нхал, я думаю, оно будет у них одним из любимых блюд. Приятного аппетита всем!